Примерно где-то здесь проходит государственная граница. Но даже с помощью этих указателей нельзя сказать точно, где я сейчас нахожусь. В Германии или еще на территории Чехии. Страны-участницы Шенгенского соглашения почти стерли границы, что удобно и выгодно, в первую очередь, для местных жителей. Конечно, так было не всегда. Во времена Холодной войны по обе стороны железного занавеса стояли вооруженные силы. Но сегодня мы будем говорить о границах Центральной Азии, которые в 21 веке для местных жителей стали своеобразным железным занавесом. В эфире программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск мы назвали «Приграничная жизнь». Здравствуйте. 11 января произошел вооруженный конфликт между таджикскими и кыргызскими пограничниками. В результате перестрелки с обеих сторон было ранено 9 человек. Инциденты в Центральной Азии, к сожалению, не являются редкостью. С каждым годом все больше военных скапливаются на рубеже двух стран, где иногда звучат выстрелы. И жители приграничных районов вынуждены выживать под постоянной угрозой потенциальных конфликтов. После этих конфликтов месяц-два месяца мы никак не можем прийти в себя, и у нас отношения сразу разрываются. Но после этого, конечно, все равно, мне кажется, соседи все равно приходится нам чем-то. У нас одна дорога, например, в Мазейтин-Джерев, в селе, это в участке Коктерек, у нас нет своей дороги. Мы проходим через дорогу, через Таджикистан. Основной причиной является тот факт, что многие участки рубежей до сих пор не определены и не демаркированы. Так, общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 900 километров. Из них 60% еще не уточнено и остаются условными линиями границы. А стороны в решении проблем опираются на документы разных лет. Сегодня там спокойно. Строительство дороги Аксай-Тамдык, из-за которой разразился спор, продолжается. На пограничной зоне Баткенского района, Баткенской области и Сфаринского района на сегодняшний день обстановка стабильная, без изменений. Все социальные объекты, школы, больницы работают в штатном режиме. Население в продовольствии или других предметах жизнеобеспечения нужды не испытывают. Все необходимые, предметы мы доставляем в полном объеме. Примерно то же самое сказал и руководитель соседней Сагдийской области на пресс-конференции в Худжанте 21 января. После того, как Российская Федерация сняла таможенные пошлины, цена на бензин при оптовых покупках составляет чуть больше 400 мони. Я думаю, что у нас топливо стоит дешевле, чем в приграничных селах Кыргызстана. Несмотря на это, я вчера связался с руководителями 5 районных администраций, граничащих с Кыргызстаном, и поручил им четко следить за ценами. И сказал им, что если вдруг какие-то виды продуктов подорожают, мы тут же обеспечим их из Худжанда. Спор разразился вокруг участка размером в 130 квадратных километров вокруг села Вурух, в котором проживает около 32 тысяч человек, большей частью таджиков. Юридически Вурух относится к Таджикистану. Однако в связи с перестройками границ в прошлом он остался анклавом внутри Кыргызстана. Бишкек пытается проложить новую дорогу в обход Вуруха, так, чтобы кыргызские водители могли не останавливаться на таджикских пропускных пунктах в анклаве. Однако таджики в Урухе говорят, что объезд, который свяжет кыргызские села Аксай и Тамдык, запланирован на земле, которая на самом деле принадлежит анклаву. Душанбе подтверждает это утверждение. Закрытие границы сказалось и на доходах предпринимателей душанбенских вещевых рынков. Многие торговцы рынка Корвон возят свой товар из Баткенской области. 8 последних лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Мы ввозим товар на машинах из Кыргызстана, но в этом году мы не смогли получить свой товар. Мы выслали деньги за товар, а он застрял на границе. А ведь мы платим за патент, мы выплачиваем банковский кредит. Разве мы, предприниматели, можем решить такой серьезный вопрос? Это дело властей. Они должны разрешить ситуацию. Они не решают вопрос, а в минусе остаемся мы, а не они. Самые горячие точки Ферганской долины располагаются на склонах окружающих ее гор, где жители борются за доступ к плодородным участкам, выделяющимся на безводном ландшафте. Только на этих плодородных участках, расположенных вдоль рек и горных потоков, возможно ведение сельского хозяйства, главной экономической отрасли региона. В борьбе за воду и землю участвуют не только местное население, но и власти Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, делящих Ферганскую долину между собой.
Туркменистан установил визовый режим со всеми центральноазиатскими странами. Границы с Узбекистаном закрываются время от времени на замок, обычно во время больших праздников в двух странах. Узбекистан тоже закрывает в одностороннем порядке свои границы накануне больших праздников. Так, например, по информации представителя пресс-службы Государственной пограничной службы Кыргызстана, режим, введенный узбекской стороной в августе 2013 года, накануне Дня независимости Узбекистана, не отменен до сих пор. Местные и международные эксперты по вопросам границ заявляют, что нерешенные проблемы угрожают не только безопасности в регионе, но и оказывают негативное влияние на экономическое положение. Стороны должны прийти к консенсусу, потому что приграничные сообщества связаны между собой многовековыми, социальными, культурными и, самое главное, торговыми и экономическими связями. На сегодня мы уже получаем информацию о том, что есть определенные негативные экономические последствия от закрытия границы и вообще от обострения ситуации на границе. Другие эксперты утверждают, что в таких спорных случаях полезно обратиться к международному опыту и универсальным принципам. Надо руководствоваться принципами как территориальной целостности и нерушимости границ прежде всего. Следующее – это принцип мирного урегулирования споров. В данном случае я считаю, что необходимо прекратить любую военную деятельность в районе границ и прекратить, второе, это несогласованную хозяйственную деятельность в районе границы до урегулирования территориальных споров. Молодые государства Центральной Азии сталкиваются с непростыми проблемами, корни которых уходят в советское прошлое. Но в этих молодых государствах живут древние народы, которые надеются на политическую волю своих руководителей и ждут, когда же приграничная жизнь перестанет быть борьбой за выживание и когда исчезнут железные занавесы, как, скажем, в Европе.